Her bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtil, palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. И кадры, дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». С вами, как всегда, я, Руслан Шарафудинов, и сегодня с нами готовит ведущая актриса театра имени Карима Тинчурина, заслуженная актриса Республики Татарстан Милявша Назмиева. Исәнмесез, Милявша? Исәнмесез, Руслан. Яңа еллар белән сезне. Сезгә күчтәнәч. Милявша Назмиева, заслуженная артистка Республики Татарстан, ведущая актриса Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Родилась в Казани 17 октября 1964 года. Окончила актерское отделение Казанского театрального училища по специальности актер драматического театра. С 1987 года по настоящее время является актрисой Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. За годы творческой деятельности в театре сыграно свыше 40 ролей разного плана. С 1997 года избрана членом Союза театральных деятелей Российской Федерации. Новый год продолжается, конечно. И мы продолжаем готовить вкусные блюда, которые поднимут всем настроение. С каким рецептом вы к нам пришли? Так как у нас творческая судьба, творческая натура, мы люди творчества, и мы любим быстро готовить. Будем готовить салат, который готовят московские татары. Мәскеу татарлары. Да, Мәскеу татарларының салатын әзірлейбіз бүгін. Я даже догадываюсь, что московские татары обязательно используют мясо в своих салатах. Обязательно. На то они и московские. Да, московские, да, они любят мясо. Да. Так, и я вот вижу курочку, это второе блюдо. Это второе блюдо, потому что, как говорится, актерская судьба, она все быстро-быстро, гастрольная, всегда на колесах. И мы приготовим сегодня, как говорится, нашу курочку поджарим. Также, как говорится, творческая, кушминский вариант, как говорится, передвижного театра. Курица будет жареная. Итак, мы сегодня готовим сразу два блюда и начнем, я думаю, с курочки. Курица, да. Какие блюда еще готовите? Расскажите, пожалуйста, Милявша. Знаете, вот не на гастролях, а дома, когда есть время, когда гости приходят. Я, знаете, я все готовлю. Мне звонят друзья и говорят, через минут 15-20 мы у тебя будем. Я начинаю думать, что мне делать. Уйти из дома? Уйти из дома, конечно, была такая возможность однажды, но некрасиво это было бы. Со стороны друзьям отношений было бы. Я открываю холодильник, смотрю, что у меня есть приблизительно, и начинаю фантазировать, как в творчестве, как, скажем, актерской работе. Все соберу, есть возможности, возьму все, соберу, сделаю, и минут через 20-15 все у меня становится готово. Они даже спрашивают, что за блюдо? Я временами говорю, что не знаю, но самое главное – есть мясо. Ага, вот это самое главное, потому что, как вы знаете, что наш народ любит мясо, и что это полезно, и нужно это кушать. И потом, я думаю, как говорится, овощи, фрукты, они всегда бывают. Вот все, овощи, фрукты, мясо смешало, и актеры готовы. Да, ой, вернее, все. актеры рады. Рады, да, больше ничего не нужно. Так, сейчас мы берем майонез. Так. Знаете, для приготовления я всегда беру несколько видов майонеза. Вот я тоже удивился, когда вы принесли 3 майонеза. Это легкий, оливковый и классический. Да, я принесла, потому что, знаете, я всегда использую, люблю экспромт и фантазию. Потому что несколько видов, когда майонеза делаешь, как говорится, уже он впитывается хорошо, да, и получается очень вкусно. Понимаете, когда мешаешь, у него даже цвет меняется, и вкус даже другой становится. Так, сейчас нам нужна будет аджика. Желательно я пользуюсь кавказской аджикой. Чесноком я не пользуюсь, потому что многие не любят чеснок. Положите, пожалуйста, так, кавказскую ложечку. аджику, да, аджику кладем. Добавляет татарский мужчина. Да. Так, сколько ложечек хватит? Давайте посмотрим сейчас, как у нас получится. Мы готовим, напоминаю, соус для наших крылышек. Крылышек, да. Так, Руслан, давайте еще. Я вот люблю поострее. Да, поострее любите. Ну, вот сейчас будет поострее, да.
Так, сейчас мы с вами, Руслан, пока я это все мешаю, да? Давайте мы для гарнира поставим нашу картошку. Так. И я попрошу вас, если можно, знаете, я такая капризная, у нас многие не любят, я тоже боюсь лука, но стараюсь, конечно, его дома делать, но можно сегодня я предоставлю эту возможность С удовольствием. вам? Я каждую программу с удовольствием, вот Да, уже я несколько лет режу и чищу лук. Я тоже замечаю, что вы... Не будем менять традиции. По традиции, пожалуйста, лук Так. мне нарежьте. И мы его поставим на сковороду. Будем пассеровать. Да. Хорошо. Миляша, пока- так, вы будете мариновать пока крылышки. Да. Ну и расскажите нам, вот с чего все началось. Была ли у вас мечта стать актрисой? Да. Или у вас Вы знаете- творческая семья была? Поделитесь, пожалуйста, Вы секретом. знаете, я сама родилась в Казани. В поселке Дербышки я училась, 84-ю школу закончила. После окончания школы, вы знаете, даже когда училась в школе, у меня было желание и мечта быть актрисой. Так как я воспитывалась с отчимом, отчим у меня занимался художественной самодеятельностью. И я во дворец Урицкого всегда ездила к ним смотреть спектакли. И уже в 14 лет, когда у них был творческий вечер этого коллектива, я выступала во Дворце культуры. То есть это ваша первая роль была уже? Первое выступление было в 14 лет. Я станцевала цыганский танец. Но с малых лет у меня хобби – это увлечение цыганской музыкой, цыганской культурой. Я очень люблю цыганские песни, романсы. И вот это у меня была мечта. И, может, это сопутствовало тому, чтобы я стала актрисой, реализовала себя в творчестве. У нас, знаете, был очень красивый двор в Дербышках на улице Парковой. И у нас очень много было детей. И мы что делали? Мы с малых лет решили поставить спектакль «Золушку». То есть сами организовали театр? Организовали, как говорится, дворовый театр, и там мы принимали участие. И я там играла мачеху. Вот. И мы ставили этот спектакль «Золушку», потому что многие наши, как говорится, мы ходили по другим дворам. К нам приходили... То есть были уже гастроли на тот момент? Гастроли на этот момент, да. Мы уже, как говорится, сделали несколько спектаклей, показали. И потом я решила после окончания школы поступить в театральное училище. И получилось так, что я попала в класс Марселя Хакимовича Салимжанова, Ильдара Хайруллина и Наиль Дунаева. Это мои учителя. И после окончания театрального училища я сразу поступила в театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина. И по сей день работаю в этом театре. И не прогадали. Да, нет, не прогадала. Так, тем временем Так, наши сейчас крылышки уже готовы. У нас эти крылышки готовы. Мы, как говорится, немножко... Оставим их мариноваться. Оставим их немножко мариновать, да. Отложим. Да, отложим. Сейчас мы, значит, Руслан, надо будет нам поджарить лук. Так. Так, это лук будем жарить, а я пока возьму морковку. Так, Можно терочка. Терочку, да. Для чего Я сейчас мы вот пассируем лук и морковь потом? Это гарнир был для картошки. для картошки. нашей. Классический гарнир для картофеля. Да. Легкий вариант, который во многих районах все любят, я думаю, и вот я сама очень люблю. И наши актеры тоже многие любят. Руслан, у нас морковь готова. Давайте. Добавляем ее к луку. Да, к луку. Ой, как будет хорошо. Так, сейчас мы с вами это все... Миляша Ханым, а давайте вместе с вами вспомним вашу первую роль в театре имени Карима Тинчурина. Так, первая моя роль, это был спектакль Шахгалина «Курай Мага», который назывался. Его ставил Фаразат Исамбат. И вот «Курай Мага» это была, значит, у меня роль девушки молодой, из крестьянской семьи, ей 16 лет, она из крестьянской семьи сама. И вот там встреча была у нее с Крупской. Это драматическая роль была? Драматическая роль была. Она первый раз встречается с такими замечательными людьми, с самой Надеждой Константиновной Крупской, с ее мамой. И что вот она деревенская девочка, ее учат читать, писать. Вот такой интересный спектакль был. Я его играла, тоже очень замечательный был актер Галеев, который в нашем театре тоже работал. Потом он работал в театре имени Кореева. Ну вот недавно ушел из жизни, очень молодым. И вот мы с ним играли, он играл моего друга, моего любимого человека. Так. Поджарочка у нас практически готова. готово. И после небольшой паузы мы перейдем к салату московских татар. Да. Жареные крылышки.
3 вида майонеза и аджику перемешали до однородной массы. Полученной смесью обмазали куриные крылышки и обжарили с 2 сторон на сковороде, смазанной растительным маслом. Для гарнира отварили картофель и сделали пассировку из лука и моркови. Дорогие друзья, мы продолжаем и готовим мы сегодня кучминские крылышки, салат московских татар вместе с ведущей актрисой театра имени Каримы Тинчурина Миляшой Назмеевой. Да. Расскажите мне, пожалуйста, откуда же такое название «салат московских татар»? Все каникулы я жила у своих родственников, у друзей в Москве. И как каникулы я уезжала в Москву. И Хорошие каникулы. Обычно меня отправляли в деревню, а вас сразу в Москву. А мне в Москву к родственникам. Да, так как у меня в деревне родственников было очень мало в этот период, в основном все жили в Москве, и я обитала в Москве. И вот, и там у нас очень есть такая у меня хорошая тетя Нажия Ханом, она очень любит делать салаты. Я вот училась. И очень, как говорится, этот салат очень любят московские татары. И это у меня как-то запало в душу. И потом недавно, когда мы ездили на гастроли опять в Москву, так как мы тоже частенько бываем на гастролях в Москве, со спектаклями ездим, и в этот раз она мне тоже его приготовила. Я его вспомнила, я говорю, папа, да, сколько времени уже прошло, уже сколько лет. Рецепт не меняется. Рецепт не меняется, и вкусы сохраняются. И вот я решила сегодня вам, как говорится, приготовить салат московских татар. И покорить казанского зрителя. Конечно. Но посмотрим, что у нас будет. Да, что получится. Да, что получится, но ингредиенты уже сразу можно отдельно даже есть. Конечно. Пожалуйста, крылышки. Как там, Руслан? Так, Будем сейчас, да, сковородочка нагрелась, мы перемещаем крылышки. Да, крылышки. Вернемся к творчеству. Так, мне, пожалуйста, Руслан, ложечку. Так, ложечку, сейчас, секундочку. Да, если можно будет. Пожалуйста. Так, сейчас я первый слой уже положила. Это у нас, значит, свекла, щегендер салдак. Хазер приступаем мы с вами к мясу. То есть здесь наподобие салата под шубой, да? Под шубой, да. Под шубой, то есть все слоями. Слоями будем делать. То есть следующий слой идет мясо. Мясо. И между ними майонез. И между ними майонез понятно. будем накладывать, да. Миляша Ханом, расскажите, пожалуйста, вот вы 40 ролей сыграли уже в театре Каримы Тинчурина, более 40. Более 40. Есть любимые роли? Те роли, которые остались в душе, в сердце? Вы знаете, для меня, вот как мама, я сама мама, у меня тоже я воспитываю дочь, я так же, как мама, люблю свою дочь и люблю все свои роли. Мои роли – это, как говорится, мои дети. И вот обделить, чтобы определенно сказать, что эта роль мне больше нравится, а это частично или как-то я не помню эту роль. Нет, они все мне дороги, как мои дети. Сейчас мы, Руслан, мясо мы все измельчили уже, да? Сейчас я буду его накладывать вторым слоем. А вас попрошу, пожалуйста, если можно будет, грецкие орехи измельчить. С удовольствием. Спасибо. Так, сейчас мы накладываем. Вот второй слой. После этого нам секрет. После этого что? После этого мы только положим майонез, да. То есть между свеклой и мясом майонеза нет? Нет, многие кладут, но так как, понимаете, майонез много нельзя увлекаться майонезом. Да. Я стараюсь в случае после мяса побольше положить майонез, он впитается. Вы, кстати, поете, нет? Вы знаете, я в основном пою в спектаклях. То есть все-таки к вокалу отношение имеете? К вокалу имею. Но в основном, как говорила в начале передачи, что я занималась с малых лет творчеством цыганского фольклора, изучала, люблю цыганские песни, я могу вам куплетик цыганского исполнить. С удовольствием послушаем. Несмотря на то, что я татарская актриса. Эксклюзив в нашей программе. Татарская актриса поет цыганскую песню. Слушаем. Ай да да ри да ба да ри дай, ай да рей да ри дай, ай да рей да ри дай, ай да рей да да кино малегечня, акчна сумасрела, аважна чочня, да бушева дырчая, ай да ри да ри ай да рей да ри дай, ай да рей да ри дай, ай да рей дай. Браво, браво. Я сдержался, так хотел станцевать. Спасибо. Ну и так хочется уже кушать, но пока я себя сдерживаю, потому что чуть-чуть остается у нас до готовности салата. Я хочу, немного. Проверим курочку, кстати, как она у нас. Пожалуйста, я хотела сказать, насчет курочки, как у нас там курочка. Здесь, в принципе, все отлично. Да. Руслан, сейчас эти орешки мы будем выкладывать
Да. Третьим слоем. Третьим слоем. А я еще раз проверю наше мясо. Да, Отлично. посмотрим мясо. Да, надо, мне кажется, их будет перевернуть нам. Переворачиваем. Так, переворачиваем. Идет процесс у нас. Аромат у крылышек что надо. Да, я тоже думаю, что это будет Аджика и майонез делают свое дело. Да, зависит от аджики еще. Так, что у нас осталось у салата? Так, сейчас, Руслан, вы знаете, вам даю задание. Пожалуйста, вот терка. И, пожалуйста, мне натрите морковку. А я буду черносливом заниматься сейчас. Сейчас я разложу. Четвертый слой у нас будет чернослив или морковь? Мы будем накладывать чернослив. Ну, посмотрим, кого как. Это не имеет значения. Самое главное, вкус все равно будет очень вкусный у нас салатик будет. Расскажите, пожалуйста, вот о репертуаре театра имени Карима Тинчурина вот в этом новом 2015 году. Знаете, что ждет зрителя? Или то, что вот уже идет? У нас очень много премьер. Вот недавно мы поставили спектакль Карима Тинчурина на Злакия, комедии музыкальной, что удивительно, с оркестром у нас там все. Вот недавно мы съездили на гастроли в Москву. И, знаете, очень нас бурными аплодисментами встретили, пригласили. Им очень понравился спектакль. Еще, кроме нашего спектакля, там еще у нас был второй спектакль «Алтын кыз». Тоже это мелодрама про пожилых людей. У нас вообще Москва любит. Мы каждый год ездим, даже в год, может, по 2-3 раза бывает у нас гастроли. Если нас приглашают, мы обязательно ездим и показываем свои новые постановки. И у нас уже принято, что новым спектаклем всегда мы покоряем московского зрителя. Так, сейчас мы кладем чернослив. Я смотрю, у вас такой вкусный чернослив, потому что салат зависит еще от чернослива. У нас только самые свежие продукты. Я чувствую. Прямые поставки центрального рынка. Да, это ведь хорошо. Это ведь хорошо с народом. Так. Да. Сейчас мы раскладываем чернослив, потому что чернослив это для этого салата он очень имеет важное значение, да. Сейчас, знаете, кладем ложечку майонеза, который мы уже смешивали еще раз. Видите, какой цвет у него появляется? 3 вида майонеза. 3 вида майонеза, обязательно. Вот. Даже вот когда я друзьями иду готовить, если что не приглашают меня, я всегда спрашиваю, сколько майонеза, они уже знают. Вы с собой берите просто сразу, Да, я уже, знаете, с собой беру или майонез, или обязательно ножи с собой ношу. Потому что они знают, что без своего ножа я уже работать не буду. Или без майонеза. Если не хватает майонеза, они что-то немножко там по-своему магардылар, да, но бегут потом в магазин опять за майонезом. Потому что, чтобы было это все вкусненько. Вот. Так, следующий слой у нас идет морковь. Знаете, следующий слой, пока морковку мы подождем, давайте мы положим яйца. Да. Так, Нам вот наша терочка. Так, терочка. Миляша Ханым, сейчас многие актеры, кроме того, что выступают на сцене, они еще и выступают в вузах, занимаются преподавательской деятельностью. Не было желания вот у вас пойти преподавателем? Все-таки такой большой опыт. Знаете, да, многие актеры у нас занимаются, те талантливые, которые они, да, многие преподают. Но для этого надо еще и образование высшее иметь, чтобы преподавать. Тоже. Но, понимаете, у меня тоже было желание преподавать. Но так как у нас очень многие талантливые актеры уже преподают, я думаю, пускай они преподают, а я буду преподавать в другом месте. У меня много было предложений, скажем, вести кружки, или, скажем, творческие вечера, скажем, мастер-класс. Вот у нас традиция, есть центральная библиотека, которая находится на Вишневского. Мы занимаемся, краеведческий отдел, мы с ними уже сотрудничаем, я сотрудничаю с ними уже многие годы, и мы делаем мастер-класс каждый год с молодыми актерами. Мы или для молодых студентов, или для ветеранов, пенсионеров приглашаем, или для учеников школы. Они собирают аудиторию, и мы проводим мастер-класс с нашими талантливыми актерами. Морковка. Так, второй, давайте сейчас. Предпоследний слой мы кладем морковку. Вот у нас есть спектакль «Бәйрәм белән кызлар» называется. Его написал Шамиль Фархетдинов. У нас очень талантливый актер. И это комедия. Она у нас в театре очень популярна. Она уже многие годы идет, эта комедия у нас в театре. Но народ к нему ходит очень много. И очень много ходит мужчин на этот спектакль комедийный. Это жизненный такой красивый спектакль. И там мне посчастливилось сыграть супругу. Я сама, что я замужем, и что у меня муж есть, и я сама как психолог, что семейный человек. Так как я, вы знаете, я сама в жизни не замужем, так получилось в судьбе, что с молодости мне пришлось расстаться с человеком, да? И в моей судьбе я не встретила никого, и я в этой жизни очень одинокий. И в основном я играю одиноких
Отрицательные роли играю я. Так как в нашем, конечно, татарский народ у нас, татарский зритель в основном любит положительных героев, а мне приходится играть отрицательных Ну, а куда героев. деваться? Да, но я горжусь теми, что значит у меня получается, что я могу играть отрицательных героинь или просто, как говорится, роли второго плана. Так, Ну, сегодня у вас положительная у роль. меня сегодня положительная Роль даже, я бы сказал, вкусная. Да. И вот я почему хочу сказать, и там мне дал Рашид Загидуллин, дал мне роль, как говорится, женщина-психолога сыграть и замужнюю женщину. И понимаете, мне было очень тяжело приспосабливаться, играть замужнюю женщину. Я изучала, значит, опыт своих друзей, общалась с ними, изучала их мужей, их отношения, взаимоотношения друг друга. То есть Понимаете? была такая целенаправленная подготовка к этой роли. К этой роли, да. Понимаете, может, это и смешно так звучит, но для меня это было, да, потому что, чтобы сыграть порядочную семейную женщину. Да, и вот как психолога. И мне это удалось, я очень благодарна. Благодарна Шамилю, что эту роль я сыграла, Розу Сунатовну, Рашид Галичу благодарны, нашим актерам, которым мы вместе играем в этом спектакле. Очень красивый ансамбль у нас там. Пожалуйста, приходите, посмотрите. Интересный спектакль. Мы всех приглашаем, Да. не только лично меня, всех наших зрителей. всех, Приходите да. в театр Каримы Тинчурина. Да, обязательно. Руслан, кажется, еще раз можно перевернуть. Крылышки нам. Да. переверну. И, кстати, у нас Все. последний ингредиент. Да, это у нас сыр. Сейчас мы его будем На терочке. на терочке натирать. Вот такой у нас будет красивый салат. И вы знаете, я думаю, это очень экономный салат у нас. Правильно? Экономный в плане продуктов. Продуктов, да. Но, вы знаете, это замечательная замена уже, мне кажется, ну, устаревшей подшубе, так скажем. Да, под шубы. Да. Так, итак, Так. последний у нас слой. Последний слой у нас будет сыр. А сейчас мы его будем смазывать майонезом. То есть финальный слой, здесь идет у нас сыр и майонез. И майонез, да. И потом, знаете, после этого, если желательно, или на полчасика, или на минут 15, если есть возможность, если поставить его в холодильник, продержать немножко, это будет очень вкусно. Ну и так очень вкусно, конечно. О том, какой же вкусный салат у нас получился, мы узнаем буквально через пару минут. Салат московских татар. Вареную свеклу натерли на крупной терке и уложили на дно плоской тарелки. Сверху положили мелко нарезанное филе индейки и смазали майонезом. Далее слоями выложили измельченные орехи, нарезанный чернослив. Затем натерли яйца и вареную морковь. Финальным слоем натерли сыр и смазали остатками майонеза. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну, Руслан, У нас все готово. Все готово, можно Мы приступать. рецепт сегодня не забыли. Да. И красивый стол накрыли. Да. Видите, я стихами заговорил уже. Да. Итак, салатик. Давайте сначала с него начнем. Салатик, давайте. Очень красивый, такой к новогоднему Да. столу прям. Сейчас мы с вами Продолжаем отмечать Новый год. отмечаем, да, продолжаем отмечать Новый год, именно. Заметьте, первый кусочек я сразу себе прошу. Обязательно. А у нас так принято. Сначала Сперва мужчина. мужчинам, а потом женщинам. Туда же я У нас- добавлю курочку. Да, у нас Секундочку, вот также так вот. бабушка приучила сперва, говорит, Иратка, она рахатын кызга, и мы эти традиции придерживаемся. Так, поджарочку. Так, салатик. Ну, Аллаха тапшырдык. Да, бисмилля-рахман-рахим. И Попробуем бисмилля-рахман-рахим. салатик московских татар. Ае. Может, одновременно получим московскую прописку. Давайте. А я картошечки. Как? Не спрашивайте, я сейчас доем быстренько это все. Аллах шукр. Дәмі болды ма? Да. Чувствуется вкус Москвы. Все тонко, солидно, со вкусом. Ни одного лишнего ингредиента. Салат на пятерочку, рахмет. И сейчас остается попробовать второе блюдо. Да. Нашу курочку, крылышки куриные. Да. Бисмилля рахман рахим. Балып қариялы. Тут же картошечку. Әйе, бәрәңгісі. Все должно быть по-настоящему. Да. Ничек. И представляю, как здесь аплодирует нам зал. Да. Завидуют. Вот настолько остренько получилось, насколько и должно было быть. Меня Шаханом Сазья Бигзур Ахмед, большое спасибо за эти два замечательных рецепта. С удовольствием продолжим нашу трапезу, но от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды мы вручаем вам чудо-сковородку.
Торговая марка Кукмара представляет посуду линия «Традиция светлая». Это толстостенная, качественная и очень стильная посуда. А стойкое антипригарное покрытие на водной основе позволяет вашему блюду приготовиться в лучшем качестве. Руслан, большое вам спасибо, что меня пригласили на эту программу. Спасибо всем присутствующим. И приглашаю наших зрителей, чтобы они пришли в наш театр. Не забыли, что есть театр имени Карима Тинчурина, что мы вас ждем. Пожалуйста, приходите на наши спектакли. С Новым годом! Сегодня с нами готовила заслуженная артистка Республики Татарстан Миранша Назмиева. Сизья Бигзирахмет. Узигизгарахмет. До новых встреч, дорогие друзья!